Число уехавших на заработки за границу с начала года увеличилось в 2 раза. Родные погибших в результате обвала грунта в Кулябе недовольны работой медиков и спасательных служб. В Ташкенте завершилась международная конференция по Афганистану. Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода сообщила на пресс-конференции вчера, что за первые 6 месяцев 2022 года в поисках работы за пределы страны выехали более 322 тысяч граждан. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, отметила Амонзода. Согласно статданным, 90% таджикских мигрантов выезжает на заработки в Россию. Кстати, власти соседнего Узбекистана на днях сообщили, что с начала года количество узбекских мигрантов в России сократилось на 5,6%. На вопрос о том, как санкции против России на вторжение в Украину отразились на трудовых мигрантов, глава Минтруда не ответила. Она только лишь отметила, что любая кризисная ситуация всесторонне изучается специалистами. Один из ответственных сотрудников Минтруда отметил, что российская экономика остается устойчивой, несмотря на западные санкции, и поток денежных переводов из России в первом полугодии 2022 года заметно увеличился. Между тем, международные финансовые институты считают, что Таджикистан теперь не может, как прежде, рассчитывать на денежные переводы трудовых мигрантов. К примеру, Всемирный банк в своем последнем отчете под названием «Война в регионе» отметил касательно Таджикистана, что российское вторжение в Украину вызовет 2% снижение экономического роста в 2022 году и 40% снижение объема денежных переводов от трудовых мигрантов. И что велика вероятность того, что эта война вызовет значительно более сильный и длительный спад объемов денежных переводов, сведя на нет восстановление после пандемии в Центральной Азии, которое началось в 2021 году. Родные погибших в результате обвала грунта на территории села Сангпар сельского джамаата Зираки города Куляба недовольны работой медиков и спасательных служб. 24 июля в результате обвала грунта на территории села погибло 5 человек, в том числе 4 детей, 3 из которых были родными братьями. Трагедия произошла в доме 45-летнего Хакназара Абдуллоева, который с целью раскопа норы для кроликов рыл проем на холме. В результате трагедии вместе с Абдуллоевым погибли 4 соседских детей: Баракатулло Шарипов 10 лет, Юкуб Сангов 10 лет, Йосинджон Сангов 9 лет и Файзуло Сангов 6 лет. Дети сидели и наблюдали за работой соседа. Зульфия Шарипова, которая потеряла в результате несчастного случая 3 детей, говорит, что детям можно было бы помочь, если бы скорая помощь и спасатели местного управления комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана приехали вовремя к месту трагедии. Когда мы вытащили детей из-под завала грунта, они еще были живы. Скорая помощь не приехала. Детей мы сами отвезли в больницу, но было уже поздно, сказала женщина. В Ташкенте завершилась международная конференция «Афганистан. Безопасность и экономическое развитие». По ее итогам Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало итоговое заявление. В заявлении подчеркнуто общее понимание участников конференции того, что афганская экономика должна быть возрождена и укреплена как важный фактор достижения прочного мира в Афганистане. Отмечена важность содействия интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы и реализации социально значимых и инфраструктурных проектов, включая создание транспортных и энергетических коридоров. В документе выражено удовлетворение в связи с заявлением заместителя министра иностранных дел администрации талибов Амирхана Муттаки о разрыве связи с различными террористическими группировками, включая ИГИЛ. В итоговом заявлении выражается поддержка позиции Временного правительства Афганистана в том, что территория страны не будет использоваться против безопасности других стран. В декларации также подчеркивается необходимость разблокирования замороженных финансовых активов Афганистана за границей. Отмечается, что эти ресурсы должны быть направлены на решение социально-экономических, гуманитарных, медицинских и образовательных проблем 35 миллионов афганцев, на удовлетворение потребностей и требований людей и для реализации важных инвестиционных проектов.